Я могу и на русском, и на кыргызском сказать. Например, был такой премьер-министр Великобритании, Маргарет Тэтчер. Помните, да? Такая харизматичная, стильная, красивая, умная. Вот после Черчилля руководителя такого калибра, по-моему, Англия не знала, да? Вот у нее есть одно выражение. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Bir işten майын шығар деп қояды ғой. Аны тоқтоғлатабыз айтқан. Жұмыс қылсаң мұда қыл, іштей көрбе илдекер, қара санап бірді алсаң, қолыңыздан мин кетер. Бұлыт кетсе асмандан, күн açылып жылт етер, ажал жетіп күн бітсе қайран башың шылқ етер, барың болсаң біреуді дұшманың қан теп, былық етер. Вот это и мое кредо. Вот лишь бы, забывайте это слово. Эптеп-септеп тебегіле да, майын шығарғылы қыздар, мақұл ба? Знаешь, есть очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дело в том, что я не часто менял. Это судьба. В Японии, например, если ты войдешь в одну компанию и будешь работать до конца, тебя ценят, потому что ты как бы устойчивый, да? Ты не ушел. Ты стал специалистом в одной области. Но у них есть соответствующие условия. Если человек войдет в одну компанию, компания берет на себя все. Зарплату, потом квартиру, зарубежные командировки, какие-то жизненные вопросы они сами решают. Вот поэтому у них есть интерес. А у нас такой гарантии нету. Я хотел стать профессором, но зарплаты было мало. Поэтому я переехал в Бишкек. Там я чисто случайно и не случайно, целеустремленно попал в систему Министерства иностранных дел. Я хотел там делать карьеру. Потом я прошел в магистратуру в Японию. Пришлось опять прервать, потому что я уехал в Японию. Когда обратно вернулся, там просто мест не было, вакансий не было. На моем месте уже люди работали. Сказать «иди», это мое место, я не имею права, потому что есть трудовой кодекс. Вдруг меня приглашают в аппарат президента. Я согласился, потому что круто же, правильно, работать в Белом доме. А тут революция. Опять пришлось поневоле уйти. А потом что? После этого стал безработным. Опять пригласили в Министерство иностранных дел. После него опять в аппарат президента. Почему? Потому что я хотел остаться в Министерстве иностранных дел, но там зарплата была очень мало. Я уже был семейным, уже был ребенок. А там зарплата была 4 раза больше, поэтому я перешел туда. И я хотел продолжать свою карьеру, опять же, в дипломатской сфере. Я хотел стать послом Кыргызстана в каком-то государстве. Но меня отправили в фонд имам. Не по воле. Потому что президент приглашает, работай, сынок. Как я мог сказать? Нет, не хочу. Я там работал. Тут заметили. Фонд имам наверняка был нужен кому-то. Потом меня перевели заместителем министра культуры, информации, туризма. Это политическая должность. В отличие от административной должности, когда ты занимаешь политическую должность, в любой момент могут вот так вытурить. Когда есть другой человек, более подходящий, либо там близкий человек, по духу, по родству, я не знаю, знакомые, они просто могут уйти, у меня есть другой человек. Потом я стал министром, опять просто уволили указом, что мне делать? И потом мне пришлось идти на выборы. Тогда, честное слово, меня пригласили на должность вице-премьер-министра. Я уже больше не доверял, потому что в любой момент они могут, руководство имеет право освобождать от занимаемой должности. Поэтому я пошел на выборы, хотел стать депутатом, стал депутатом, потому что там 5 лет ты можешь работать спокойно, стабильно. А оказывается, и там тоже не так. Я ушел через 2,5 года. И сейчас я фрирайдер, и я очень доволен своей судьбой, потому что я сейчас уделяю больше времени своей семье. Я уделяю больше времени самому себе. Я читаю, я пишу книгу. У меня есть возможность выйти, работать с людьми, встречаться. Классно же, правильно? Работа, извините, пожалуйста, от слова раб, оказывается. Увольняться от слова воля. Есть такие аспекты тоже. Я ни в коем случае не упрекаю на вас, но те люди, которые поддерживали меня морально, это они сказали, это мне очень понравилось. Вот в такой ситуации, именно в это время. Спасибо огромное. Очень хороший вопрос.
Менің атым Фирдос. Мектептегі біріншінің ең керекті предмет. Аябай соны сұрады, балам. Алла Тағала барыңарды эле математик кылбайт. Бирөөң математикадан жакшы, экинчиң математикадан жөндөмүң жок. Не переживайте. Алла Тағала бир жактан бербесе, бир жактан берет. Бирөөң адабияттан жакшысыңар, бирөөң логикадан, бирөөң географиядан, бирөөң биология, бирөөң тарых, бирөөң физика, бирөөң химия, бирөөң математика. Бирок мен Японияга окууга тапшырып атканда бирдекени байкадым. Японияда бардык факультеттерге тапшырсаң деле математикадан экзамен алат. Математиканы билсең, логикаң жакшы өсөт да. Бирок бул деген сөз такыр эле мындай жөндөң болсо кыжылат болбойм. Мен математикадан кыйналат элем. Бирок геометрияны жакшы билчү элем. Химиядан кыйналчумун, физиканы жакшы билчү элем. Бирок мен отличник болуп эле бүткөнмүн. Ошо мезгилде бардык предметтин алдында биринчи орунда болом деп кыйналып калгам. Акасы андай болбойт экен. Алла Таала ар кимге ар башка жөндөм берет. Ар башка способность деп коет го, ошондой берет. Ошого өзүңүн жүрөгүң тандаган бир предмет болду, ошонун майын чыгар. А калгандарын таштабай, калгандарды жакшы окуш керек. Бирок азыркы бүт ОРТ кайсыга байланышкан? Математикага байланышкан. Англис тилин сөзсүз билиш керек. Канча тил билсең, ошончо адамсың деп коет. Анан өзүңдүн тилиңди, маданиятыңды, тарыхыңды сөзсүз бил. Анткени дүйнөгө сен оригиналдуулугу менен кызыксың да. Мисалы, Америкага барып англис тили менен таң калтыра албайсың. Кытайга барып математика менен таң калтыра албайсың, бирок өзүңдүн тарыхыңды билсең, тилиңди билсең, маданиятың, традицияңды билсең, ошонун менен кызыктуу да. Ошон үчүн өзүң тегиңди, тарыхыңды дагы биле жүр. Өзүң танда сабакты. Бирөө бар экен, такыр эле сабакты жакшы билбейт экен да. Анан бир психолог алып барып турду. А психолог карап отурса, дуалга сүрөт тартып берет экен да. Атасы апасы кол курчу экен. Эмнеге дуалга сүрөт тартасың деп. А психолог кыйын экен, сүрөт тарта турган аспаптарды алып берип коюптур. Анан тартып атканын көрүп өмүрүндө айтып турду, биринчи жолу айтып турду. Мен сенчелик жакшы сүрөт тарткан адамды көрө элекмин дегенде көзүнө жаш келип кеткен экен. Анткени ага эч ким андай жакшы сөз айтпап турду. Ушул жакшы сөздү уккандан кийин анын башка таланттары ачыла баштаган экен. Ошон үчүн балам, сендечи, у вас есть такой потенциал, скрытый гений, надо просто раскрывать. Каждый из вас уникален. Каждый из вас самый лучший. Каждый из вас чемпион. Я верю в это. Успехов! Я учитель 2 класса Агата Машова. Скажите, пожалуйста, есть у вас обида на себя за нерешенное дело? Знаете, есть, по-моему, как ее зовут? Валерия, да, есть такая певица? Не обижай меня. Конечно, не обижай себя, зачем обижаться? Если обижаешься на кого-то, это, знаешь, негативная энергия, от нее будет страдать прежде всего сам или сама. Поэтому без обид просто надо действовать. Есть цель, есть мотивация, есть движущая сила внутри, да? Просто надо двигаться. Чем сидеть, блин, я этого не делал, я такой, зачем такие слова? Знаешь, мозги, они уникальные, они воспринимают все слова. Если даже что тебе говорит, что он плохой, верит. Вот поэтому, когда тебе плохо, закрывай дверь, внимательно просмотри, чтобы никого не было, смотри в лицо, самому же себе через зеркало и скажи: ты красавчик. Мальчик, скажите: ты краш, ты самый лучший. Ты знаешь, ты гений. Ты просто, ты чудесный парень, чудесная девушка. Это очень важно, потому что твои мозги воспринимают вот такие слова. А если обижаешься на себя, конечно, ты выражаешься негативными словами, это тоже воспринимается. А потом это превращается в действительность. Я сам себе не обижаюсь, но больше стану требовать от себя. Нуржигит, вам-то повезло. Она на 3-м, на 4-м, она, скажем, на 8-м, тот на 6-м классе, а мне 48 лет скоро. Нуржигит, у тебя мало времени, работай. Уже белые волоса. Смотрю на себя, говорю: Нуржигит, работай, времени мало, успевай. Ты должен распоряжаться своим временем. Улучши свой результат, добивайся. Сам себе говорю такие вещи. Поэтому очень важно работать самодисциплина, потому что мотивации хватает на 3 дня максимум.
Но если у тебя будет самодисциплина, ты добиваешься огромных успехов. Самодисциплина творит чудеса. Спасибо. Самые важные дела в моей жизни, когда рождается ребенок, ты себя начинаешь чувствовать уже взрослым человеком. Когда родилась моя первая дочка, этот день для меня был очень таким знаменательным, да, я бы сказал. Когда я поступил в вуз, я закончил золотым медалем. Среднюю школу я закончил на отлично, я получил золотую медаль. В те годы это был золотой медаль. Сейчас, по-моему, золотой сертификат, да? Вот, я бы сказал, что это тоже своеобразный успех в моей жизни. Я занимал первое место по кыргызскому языку и литературе на Республиканской олимпиаде в Кыргызстане. Потом, когда я прошел в Америку через конкурс, в университет Канзас, Journalism Mass Communication, это такой филд, это такое направление, журналистика и масс-коммуникация. Тоже считаю, что это успех в моей жизни. Потом я прошел в Японию магистратуру по госслужбе и по международным отношениям. Это тоже огромный успех, я считаю. Потом я начинал изучать английский язык, когда мне было 24 года. А я сейчас уже свободно владею. Никогда не поздно, я же говорю. Я начал заниматься спортом, когда мне было, серьезно, где-то 35-34 года. К 40 годам я стал черным поясом. И то, что я прошел в парламент, Иман Нуру, наша партия, она была самая наибеднейшая партия. То есть у нас финансирования практически не было. Но мы прошли. Мы доказали, что можно пройти в парламент честным путем. Это тоже огромный успех. Но я считаю, что самые большие успехи в моей жизни впереди. Я молюсь об этом. Спасибо огромное. Айбике. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие друзья, которые помогают вам во многих ситуациях? Настоящие друзья, они должны помогать, хотя бы морально поддерживать. У меня очень хорошие друзья. С друзьями вообще мне повезло. И друзей всегда надо, количество друзей надо увеличивать каждый раз, и расширять надо. И не только среди жителей Кызылкии, да? У вас должны быть друзья во всех регионах Кыргызстана. У вас должны быть друзья с разных этносов, национальностей. Например, имейте друзей и в США, и в Америке, и в России, и в Японии, там, я не знаю, в Пакистане, в Узбекистане обязательно, в Таджикистане, в Казахстане обязательно. У меня очень хорошие друзья, они грамотные, успешные. Все мои друзья стали успешными, потому что они учились очень хорошо. Ты будешь в какой среде, эта среда повлияет на тебя, на твой рост, интеллектуальный рост, духовный рост, физический рост. Я всегда выбирал таких людей, успешных, отличников я выбирал. С ними я ходил, с ними я дружил, всегда мотивировал себя, я конкурировал с ними. Поэтому я считаю, что я учился неплохо в школе. А мои друзья, вот с тех пор я дружу с ними, они в основном стали очень успешными людьми в этой жизни. И набожные, грамотные, помогают друг другу. Вот после 28-го я собираюсь на умру, 27-го я буду встречаться с друзьями, я их пригласил, я хочу с ними пообедать, пообщаться. Знаешь, я тоже ребенок. Каждый, если даже он станет взрослым человеком, вот даже Рахпатуллагай, да? Вот Иджике. Внутри она ребенок. Внутри у нас живет, потому что когда увидишь своих друзей, школьных друзей, просто хочется стать ребенком. Лишь бы рядом детей не было, жены не было. В разе все начинаешь там как... Классно же. Поэтому дружите с друг другом, не обижайте друг друга, хорошо? Потому что у вас впереди очень долгая жизнь, успешная жизнь. И без взаимодействия друг с другом, без согласия друг с другом, идти далеко это очень сложно. Спасибо. Очень хороший вопрос. Меня зовут Наталья. Какая самая трудная ситуация в вашей жизни? Как вы вышли из этого положения?
Честное слово, сдать депутатский мандат для меня было очень сложно. Там были свои моменты, своеобразная ситуация. Вот. Потом, когда я хотел поступить в американский вуз и не прошел первый год, конечно, когда я прошел до финала и ждешь, да, вот, вы помните, недавно какой-то эпизод показывали. Двое вышли на финал, это Мисс Мира есть же, Мисс Universe. И перед тем, как объявляют итоги, остаются вдвоем, и у них эмоциональное сопереживание, да? С таким огромным ожиданием, что вдруг я пройду. Хотя очень плохо владел английским языком, я ждал очень долго, и вдруг такой ответ: спасибо, что приняли участие, дошли до финала, но вы не прошли, попытайтесь еще раз. Мне было очень сложно, но я пережил. Я не сломался, наоборот, я сказал, это возможность, я должен развиваться, и на следующий год я прошел в США. Тогда я только начал изучать английский язык. У меня уровень владения был очень на низком уровне, а моим соперником был мой преподаватель. То есть, вернее, преподавательница, которая до этого научилась в США 1 год. Она в те годы читала Шекспира в оригинале на английском языке. А я, что я делал? На собеседование, каким образом я пошел, мои друзья перевели мое эссе на английский язык. Я изучал, я вызубрил. Хотя ничего не понимал, что говорит американец. Я сидел вот так, Маков, sure. Мне сказали, ты должен быть самоуверенным. Американцы любят, когда ты самоуверенный. Не показывай, что ты не понимаешь его слова. Он задает какие-то вопросы, я вот так сижу, окей, sure. И потом начал говорить то, чего я вызубрил. Thank you very much. I would like to go to the USA. It's very important for me. Why? Because I would like to get very, high education, to learn the system of education of the USA, to bring to my country my knowledge, to share with my competitors, my friends. Why the USA? Because the motherland of Harvard University, Yale University, Princeton University, and I would like to go. It's my dream. Я прошел, а она не прошла, моя соперница, которая учила в США один год, и у нее просто превосходный английский был. Почему? Потому что я ночью молился очень много. Аллах Таала мен таңдап алшы, мен Маркуленч Америка. Поэтому надо иногда помолиться. Не иногда, постоянно. Жаштың тілегін Құдай береді. Чама рахмат. Меня зовут Нурсаид, я 7 класс, ученик 7 класса. Какую мотивационную книгу вы порекомендуете молодежи? Просто очень, знаете, очень объемная книга. Сразу предупреждаю, объемная книга. Мне очень нравится Мартин Иден. Кто прочитал? Джека Лондона, Мартин Иден. Мартин Иден. Очень интересная книга. А вот человек из ничего, да, из, как сказать, из низкого общества, из грязи князь. Его не признавали, потому что он был чернорабочим, разнорабочим. И вдруг он читает какие-то книги, у него проявляется интерес в отношении литературы, да, и он начинает писать рассказы, новеллы. Он предлагает разным газетам, журналам, никто не принимает, никто не хочет опубликовать. Он не сломается, он живет, берет в долги и продолжает писать днем и ночью. У него появляются романы, повести, новеллы, но никто не публикует, представляете? И в один прекрасный день одна самая такая непопулярная газета публикует один рассказ. И в этот день эту газету распродали. То есть спрос был огромный из-за этого, благодаря этому рассказу. И потом потихоньку все газеты, все журналы начинают обращаться к нему. Дайте, пожалуйста, ваше произведение, мы будем опубликовать. А он продал. Представляете? За авторское право он баснословные гонорары получил, таким образом стал очень богатым, популярным, читаемым. Девушка, которая раньше презирала, она сама начала бегать за ним. И вот тогда он начинает понимать
суть людей, понимает, что изменчивость ситуации. И потихоньку у него начинается разочарование вот к этой жизни, да, к сожалению. Но он добивается своего. Очень интересная книга Мартин Иден. Вы сами почитайте, хорошо? Я ученица 7 класса Медланова Исида. Я хочу задать вопрос. Что вас вдохновило писать? Что? Что вас вдохновило писать ваши Что заставило, да? Влюбленность. Честное слово. Ну, сейчас не признаешь, но чувство это очень такой генератор идей, да? Когда влюбляешься, хочешь стать поэтом. В ваши годы я уже начинал писать стихи. Потом я потихоньку перешел в прозу, я сейчас в основном пишу прозу. У меня есть роман «Ант», Аджон Нарлбас Арманы. Я вчера передал Эрнису Кьязу, он хотел читать в виде аудиокнига, он будет опубликовать. Потом второй жанр, когда я учился в Японии, я там прожил 2 года 3 месяца, у меня было очень много впечатлений про японцев, про жизнь в Японии, про их культуру, про сакуры, про фудзиямы. Я написал об этом. Если у вас будет возможность, почитайте мою книгу «Япон Геремет Насыры» на кыргызском языке. Потом я недавно закончил повесть, которая называется «Мен атамды таптым». Это судьба моей матери. В детстве она потеряла матери, моя мама, да? Потом она выросла у бабушки и у дедушки. Она думала, что они мои родители. Отец был рядом. Он думал, что он мой родной брат и не знал об этом. И как она узнавала об этом, произведение как раз я написал вот об этой истории. И потом я сейчас хочу уже написать какие-то мотивационные моменты, потому что молодежь требует это. И сейчас очень, оказывается, популярная тематика ораторского искусства. Что такое ораторское искусство? Кто знает? Это совокупность правил и методических приемов обучения красноречию. Вот. Ответил на ваш вопрос, да? Bir mesele, да? Ты мне задала вопрос, но не смотрел на меня. Туда смотрел, с кем-то общалась. Я думал, что свой вопрос, наверное, самому неинтересно было. Или я так не отвечаю. Спасибо огромное. Я ученик 7 класса, Швайнар Штубек. Я хотел вам задать вопрос, как стать лидером? Знаешь, полагайся на Всевышнего. Полагайся на Всевышнего. Все думают, что я такой умный, такой сильный, я должен быть стать лидером. Полагайся на Всевышнего, потому что Всевышний самый всемогущий, самый сильный, вечный. Если Он дает способности, если Он дает возможность, если Он дает авторитет, то станешь лидером. Но прежде чем стать лидером, ты должен развивать такое качество, как справедливость. Потому что лидер принимает самые важные решения. Если ты будешь при этом будешь руководствоваться своими личными связями, личными отношениями, тогда твои решения будут несправедливыми. А несправедливость будет влиять негативно всем и всегда. И во-вторых, у тебя должен быть такой сильный дух. Спортом занимайся обязательно. Читай побольше, потому что, чтобы принимать решения, у тебя должен быть широкая эрудиция и широкий кругозор. Потом у тебя должен быть авторитет. Всегда интересуйся людьми. Никогда не надо засмеяться. Уважай, люби, поддерживай, помоги. Будь щедрым. Это очень важное качество для лидера. Да? Потому что люди должны признать. Без признания ты не можешь руководить и быть во главе группы, во главе класса, друзей и так далее. Аллах колдосын, будь хорошим лидером. Хорошо? Расскажите о своим родителям. Об родителях, что ли? Моя мама, она учительница. Она преподавала математику и геометрию. Мой отец был прорабом совхоза в те годы. По профессии он был строителем. Он умер, когда ему было 51 год. Тогда мне казалось, что
он прожил солидную жизнь. На самом деле, оказывается, он жил короткую жизнь. Мне сейчас 48 лет, только я понимаю, что он умер практически в молодости, да? Но он увидел, как я закончил с золотым медалем школу, красным дипломом университет, как я начал преподавать. Он увидел все это, он гордился мной. И всегда, вот мой отец всегда мне подарил книги, какие-то книги. В отличие от многих, он практически игрушку он никогда не купил для меня. Он всегда подарил мне книги, когда он получил зарплату, он принес книгу. И он умел заставить читать. Знаете, каким образом? Был такой фильм «Королек, птичка певчая». Это турецкий фильм. Показывали по советским телеканалам в те годы, по центральным телеканалам. И она была очень популярной среди людей, среди зрителей. Я тоже был очень впечатлен. Это тоже про любовь между Камран и Фериде. Фериде девушка, Камран мальчик. По-моему, новая версия тоже, да? Новая версия тоже. По-моему, этот Бурак играл. Вот популярный турецкий актер. Да. Мне больше нравится вот старая версия. А потом я был так сильно впечатлен. Я сопереживал и Фериде, и Камрану. Я был их болельщиком. Бедный Камран там за ним ходит. А она убегала от него. Но столько трагедий они пережили вместе, да? Не вместе, а в отдельности. А потом мой папа сказал, а книга еще намного интереснее. Вот только одним выражением он меня заставил читать эту книгу. Я искал, нашел кыргызскую версию, кыргызский перевод и прочитал. Бостургой. Автор, по-моему, Ришат Нюриги Уинтекен. И на кыргызский язык тоже очень хорошо перевели. Почитайте. Почитайте. Очень интересная книга. Кызым, я не обвинил тебя. Просто кыздардын уялчактыгы бар да. Уялчактык жакшы сыпат. Адамдын көзүн карабаган уялчактык ыйманың бар экен да. Ошону байкадым. Ошону айткым келди. А так чыга чоң рахмат кызым, бактылуу бол. Так дагы. Я вам сейчас... Для вас что, я не знаю. Но для меня сейчас, знаешь, мне уже 48 лет. Мои друзья некоторые уже умерли. И когда я думаю о смерти, это для меня очень огромная мотивация. Потому что в один прекрасный день меня не станет. Каждый человек рождается, чтобы умирать. Я об этом начал много думать, а это, наоборот, мотивирует меня. Нуржигит, побольше работай, достичь своей цели, помогай людям, твори добро, успевай. Ты понял, да, о чем я говорю? И потом общение с хорошими людьми, успешными людьми. Это очень важный фактор. Так что, и потом молитва. Пятикратная молитва, когда тебе сложно, когда чуть-чуть депрессия, когда лень владеет тобой, да? Вот тогда просто читай 2 раката намаза, и все. У тебя появляется желание к жизни, да? Обновляется энергетика. Вот поэтому для меня это связь со Всевышним, смерть, размышления о смерти. Они сейчас наилучшие мотиваторы моей жизни. Сынок, без трудностей и жизнь неинтересная, и сериалы неинтересные, и произведения интересные. Понимаешь, иногда трудности, а мы начинаем там об этом говорить, жаловаться. Нет, через трудности Всевышний Аллах воспитывает тебя к более серьезным делам, к более высоким делам, понимаешь? Я пережил трудности в вашем возрасте. Я очень хотел учиться в русской школе. Но в те годы такого выбора не было. Была единственная русская школа в центре района, а в те годы были проблемы с транспортом. Никто не мог каждый раз доставить, потом забрать обратно. Я все-таки добился своего, но через 16 дней меня уже забрали из этой школы. Я очень сильно плакал. Я не хотел потом перейти в другую школу, но это была моей судьбой, не мне было решать. Вот для меня пережить вот этот момент моей жизни было очень сложно. Потом сложности везде были, например, чтобы
освоить язык, чтобы изучить английский язык, мне пришлось жертвовать многими. Я не пошел в политику, местную политику, потому что времени не было. И днем работал, вечером я ходил на курсы, потом еще спортом занимался. Вот в эти годы мне было очень сложно, потом я пожинал плоды, да? Если бы не английский язык, я бы не прошел ни в США, ни в Японии. Я еще прошел краткосрочные курсы в Литве, в Польше, в Австрии, в Германии, в Китае я прошел, в Турции я прошел. Понимаешь, в таких государствах. Мне повезло, в Молдове я прошел, благодаря английскому языку. Потом я меня пригласили работать в Министерство иностранных дел. Поэтому трудности всегда бывают, не надо сломаться, надо побеждать. И через эти трудности ты добиваешься еще больше успехов. Вкладывай на себя. Балам, өзіңе инвестиция қыл, біліміңді өстір, ақылыңды өстір, әдебіңді өстір. Кейбір адамдар бар ғой, білімді бірақ әдеби жоқ. Жалаң беш алады, бірақ түкіреді, қақырады, сөгінеді, қыздар тұрады, балдарменен мұшташады, ушақ сөйлейді. Әдеп аябай мәнілі. Әдеп бар ғой, илімден де мәнілі. Бірінші әдепті тарбияла, ұлға урмат, кішіге ызат, ата-енені сөйлеу, досты сөйлеу, қиналғанға жардам беру, ауырып қалғаннан хабар алу, сөзіне тұру, аманатқа бекем болу, ушылар тарбиялаш керек болады. Бұл өте мәнілі. Бірақ өзің тарбиялабайсың, сенің тарбиялаған кісілер өздері әдепті болуы керек та. Анан жақсы балдарменен жүр. Жаман бала бар ғой, тентек, жақсы бала әлпек деп қояды. Аны сыпаты саға жұғады. Адамдық емес, керек болса айвандыққа да жұғады. Қой баққан адамдар жоғыш болады екен. Қой баққан адамдар жоғыш момын болады екен. Ат баққан адамдар кішкене текебер болады екен. Тө баққан адамдар кекшіл болады екен. Ошон үчүн жакшыга жанаш, жамандан адаш. Сүйлөштүк бе? Меня зовут Алла, я 4 класс ученик. Как вы поступили в университет Америки? Это очень интересная история. Я только начал ходить на английские курсы, и один мой друг говорит, вы же хороший друг, он всегда мотивирует. Сейчас есть программа в американские вузы. Почему бы не пробовать? Я говорю, я же не владею английским свободно. Он говорит, какая разница, попробуй. Я пробовал. Представляете, чуть не прошел. Там столько у меня конкурентов было, они были студентами и выпускниками иностранных факультетов. Они были преподавателем английского языка. Но мне повезло, я прошел и через собеседование, я прошел TOEFL. Но в самом конце не прошел, потому что были более достойные люди, чем я. В следующий раз то же самое, да? Я не сдавался, я продолжал стараться, вкладывался на все 100. И на следующем году я прошел. Вот таким образом, еще в 2003 году я поступил в американский вуз. Сейчас это нормальное явление. А в те годы пройти в Америку, это было событием года. Это был исторический момент. А сейчас люди стали богатыми. Очень много таких школ, которые с английским уклоном. Знание английского языка я сейчас, в данное время, это обыкновенное явление. Да, в те годы это была редкость. Я вот в такой момент прошел в США. А сейчас я недавно съездил в Америку, там кыргызстауны появились. Представляете? В Чикаго очень много кыргызов. На улице встречаюсь, там в кафе одни кыргызы. Открыли свои магазины. Я отсюда взял кыргыздың нанын алып алғам, курутын алып алғам. Оказывается, не надо, там продают все. Шоро продают, курут продают, хлеб продают, сармай, чебуреки продают. Представляете? А в те годы увидеть кыргыза в Америке, это было почти невозможно. Когда увидели друг друга, мы моментально стали друзьями, да? Начали посещать друг друга. А сейчас не то время, оказывается. Глобализация, the world is shrinking. Мир становится меньше и меньше, да? Потому что очень коммуникационные средства, технология развита очень сильно. И люди уехали, там подрабатывают, живут, дети обучаются. Вот таким образом я прошел. Но я скажу честно, у меня конкуренция была очень сильными, поэтому я молился очень много. Ночью вставал, я обратился к Всевышнему Аллаху и молился от души. Америка өтіп кетейінші, оқып келейінші. Вот таким образом я прошел. С помощью Всевышнего.
Окуучулар убакытты сенемдүү да балдарга аябай. Ушу микрофонду кармады эле. Артык суроо ушу болсун, а? Ученик 4 выпуска. Какой вы в школе учились? Кто ваш самый любимый учитель? Никогда не говорите учителям, вы мой самый любимый учитель, потому что другие учителя, они обижаются, хорошо? Это и детям нельзя говорить, ты мой самый любимый ученик, такого тоже нельзя, потому что ревность будет. Все-таки я вам скажу, был такой преподаватель Айтагай. Айтагай, он к нам пришел, когда я учился, по-моему, в 8 классе. И он стал настоящим мотиватором. Он говорил такие вещи. Школа вам дает немного, просто направление дает. Вы должны работать самостоятельно. Должны читать самостоятельно. В учебниках всего лишь фрагменты. Это хрестоматия. Там фрагменты. А там есть в библиотеке оригиналы. Тогда я никогда не читал на русском языке, потому что я не понимал. У нас не было русскоязычной среды. И впервые в моей жизни, Эджике, я взял в библиотеке книгу Льва Толстого «Хаджи Мурат» на русском языке. Это маленький рассказ, но я, по-моему, 2 месяца читал, потому что не понимал. Осваивать мне было очень сложно. И он мотивировал читать на русском языке. Он потом сказал, надо перевести на кыргызский язык. Письменно. Аны айтканда, бұл өте опасно. Неге білесің, сенден жазушы шығып кетиши мүмкүн. Жазушы шығып кетиши мүмкүн сенден. Он шутя так говорил. Так и получилось. Потом я стал писателем. Балдарын, аны қосып жіберейін бе жеке? Балдарын, сілерге чоң рахмат. Мен көп эле адамдар менен жолуктум, чоң саясатчылар менен жолуктум. Россиянын тышкы иштер министри Лавровду көргөмүн. Мурдагы генсек бар го, ондугу Пан Ги Мунду көргөмүн. Абдуллах Гүл, Турциянын мурдагы президенти, ошол киши менен маңдайымда отурганмын. Бирок силер менен отурган мага аябай жакты, аябай сүрдөдүм. Баланын сүрү башкача болот. Сурооңордогу тартынбай бердиңер. Ыйманыңарга чоң рахмат, уятыңарга чоң рахмат, адебиңерге чоң рахмат. Бирөөңөрдү капа кылсам, мен кечирим сурайм, бактылуу болгула, келечегиңерге эң болсун. Чоң рахмат.